Добрый день, меня зовут Ичкасова Анастасия. Добрый день, меня зовут Боярская Даяна. Тема нашей исследовательской работы – это случайная находка письма на берегу моря Лаптева. В нашем школьном музее лежит письмо, отправленное одной девочке из пионерского лагеря, расположенном на берегу реки Тира Иркутской области. Это необычное письмо вызвало большой интерес среди сельчан, так как оно находилось внутри бутылки. И поэтому мы решили провести научно-исследовательскую работу. Актуальность нашего исследования обусловлена перспективностью изучения архивного дела как сущности, раскрывающей историю археологической находки для развития и приобщения школьников к общечеловеческим ценностям. Цель работы – это исследование пути письма в бутылке, найденного на берегу моря Лаптева. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи, которые вы можете посмотреть на слайде. Новизна исследования заключается в том, что данное исследование представляет собой первую попытку провести научное исследование данного письма. В августе 2005 года рыбак поселка Таймылыр Петр Васильевич Дьяконов выловил в сетях бутылку в местности Станах-Кочо Булунского улуса, расположенной на берегу моря Лаптева. С виду это обыкновенная бутылка с пластмассовой пробкой, которая была обмотана куском жестянки. Внутри него оказалось письмо-послание, написанное крупным почерком, с датой отправки и обратным адресом. В письме девочки отражается часть этой акции «Дети хотят мира», посвященной к Международному году ребенка. В 1980 году на берегу реки Тира в Иркутской области образовался пионерский лагерь «Орленок». Пионеры при торжественном открытии лагеря бросали послания в бутылках, чтоб спокойно спали и играли дети. Люди, берегите мир на всей планете. Третье из 3 отправленных посланий Тимченко Юлии приплыло к нам. В нашем случае сплав бутылки был по реке Лена, которая стала прямой дорогой. Протяженность реки Лена составляет 4400 километров. Свое исследование географических названий, указанных в письме школьницы, мы начали с изучения карты Иркутской области. По карте мы выяснили место выброса и начало сплава бутылки. По течению реки Лена бутылка проплыла через Иркутскую область и всю Якутию. Представленные далее результаты эмпирического анализа мы получили путем расчетов и экспериментов. С помощью карты мы выяснили сплав бутылки, а с помощью математических расчетов мы установили время и длительность сплава. По теории физики выявили причины сохранности письма, а также сделали анализ исторических событий в период сплава бутылки. Таким образом, наша случайная находка является единичным предметом для нашей территории. Письмо смогло заинтересовать, увлекая нас находить новые источники знаний, тем самым путешествуя вместе с ним во времени. В ходе работы мы пытались выйти на автора письма с помощью социальных сетей, но нам не удалось найти подходящую по имени и возрасту женщину. Вероятно, она сменила свою девичью фамилию. В заключение хотелось бы сказать, что человеку свойственно открывать для себя удивительные события, факты и истории жизни. Данное исследование помогло нам еще раз понять, что человек не должен оставаться равнодушным к окружающему миру. Спасибо за внимание.